В этом году в Алекпинском районе ледоход пошел по другому сценарию. В зоне потопления Харинский наслед, где работает группа МЧС республики. Хоринцев мы сегодня, согласно регламента, поработали. Здесь есть подтопленные участки, где-то 25 участков. И по решению рабочей группы КЧС республики по взрывным работам сегодня будут проводиться взрывные работы, и мы надеемся, что вода спустится и участки освободятся. Затор ниже села Харинцы дает подъем уровня воды. После облета зоны затора принято решение о проведении взрывных работ. Ледовый затор протяженностью 2 километра и шириной по руслу полтора километра. Значит, ледовое поле очень крупного размера, толщина льда в замке затора 2-3 метра. Поэтому однозначно будет принято решение, сейчас комиссия по чрезвычайным ситуациям, проведение превентивных мероприятий в виде взрывных работ. В селе Харинцы подтоплены жилые территории и жилые дома. Потихоньку, раньше тоже так же было. Придет и уйдет. А тут она, видите, все забила. Там, говорят, вообще я и с Урицком, там с девчонками в школе работает, учительница Татьяна. С ней разговаривала, вот она сказала, что тут охотники ездили, и говорит, что вообще стоит все затор. И куда-то звоните, пишите, говорят. А что, надеялись, что это, видишь, как получилось. Надо отметить единодушие сельчан. С ночи после подъема уровней состав МЧС и жители вместе вышли на отсыпку дамбы. На село все вышло, и ребята, и все старики, и все, кто может, кто не может. Все целую ночь они еще дежурили, все работали так дружно. А так бы вся деревня пошло бы на воде, павод был бы. Так что все работаем все вместе. Все помогают. У нас и которые нам клуб приехали строить, они тоже, таджики, тоже помогают, они молодцы. Тут работа пришли, вот такого не ожидали. Случилось такой случай, беда чужая не бывает. Помогать пришли, конечно. Ночью уже вот отсюда была. Уже было? Ага. А ночью люди работали. А вы когда вышли на помощь? 7:30. 7:30? Все ребята, да, со школы? Ага. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.